На прошлой неделе министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барцыц принял делегацию Республики Гана, прибывшую в страну с официальным визитом для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к юбилею со дня основания города Сухум. Как обозначено на сайте внешнеполитического ведомства, встреча прошла в дружественной, доверительной и конструктивной атмосфере, заложив основу для активного диалога с Республикой Гана как одним из перспективных партнеров на африканском континенте. В ходе встречи Олег Барцыц тепло поприветствовал представителей Ганы в столице Республики Абхазии, городе Сухум, выразив признательность за готовность к развитию прямых контактов, несмотря на разделяющие страны значительное географическое расстояние. А еще недавно в Женеве завершился очередной 67-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Первый день очередного раунда переговоров открылся информационной сессией, посвященной опыту функционирования механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в различных странах. Также прошли отдельные встречи абхазской делегации с сопредседателями международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В ходе второго дня заседания участники рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня. Одной из центральных тем стало обсуждение текущей ситуации в сфере безопасности. Представители всех делегаций сошлись во мнении, что обстановка в регионе остается относительно стабильной. Ну а уже сегодня в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия прошла встреча министра Олега Барцыц и недавно назначенного чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслава Гладкова. Продолжаем передачу. Саммит НАТО в Турции – важнейшая тема прошедшей недели. В Анкаре была принята итоговая декларация саммита НАТО, в которой Россия была названа, цитата, «долгосрочной угрозой евроатлантическому миру». Страны-члены Альянса также пообещали Украине дополнительную поддержку и вооружение. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не разрешили выступить на мероприятии, чтобы не злить американского лидера Дональда Трампа. Тем не менее, по прибытии в Анкару Трамп выдвинул Альянсу ряд претензий. Какие выводы можно сделать по итогам саммита НАТО, разбирает газета.ру. В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре, опубликованной на сайте Альянса, отмечено, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют свои обязательства в области обороны, взятые в Гааге, говорится в документе. Эксперты отмечают, что ключевым результатом саммита в Анкаре стала фиксация антироссийского курса как основы будущей перезагрузки Альянса. Сам по себе саммит в Анкаре застолбил следующее. НАТО начнет перезагрузку, и в основе этого процесса будет противостояние с Россией. Все думали, что в основу перезагрузки ляжет увеличение военных бюджетов или перестройка институциональных основ Альянса. Но это вообще не главное. Анкара застолбила, что главным принципом перезагрузки НАТО будет антироссийская история. Раскол НАТО будет заживляться только за счет одного внешнего врага России, отметил политолог Сергей Маркелов в беседе с газетой.ру. По его мнению, президент США постарается дистанцироваться от жестких формулировок итогового документа в адрес России, чтобы не накалять и без того нестабильные связи с Москвой. Эта фраза про долгосрочную угрозу не трамповская. Очень важно это понимать. Я уверен, что Трамп после саммита будет в своих высказываниях намекать на то, что никакого отношения к этой фразе он не имеет. И тот факт, что Трамп до саммита НАТО и после будет контактировать с Россией, говорит о том, что он действительно хотел бы наладить связи, готов слушать российскую точку зрения, заключил эксперт. Кроме объявления России долгосрочной угрозы, страны НАТО также пообещали выделить 70 миллиардов евро Украине в 2026 году. При этом в декларации не упоминается обязательство о принятии Украины в Альянс. Президент Украины Владимир Зеленский лично присутствовал на полях саммита в Анкаре, был приглашен на ужин лидеров, но не был допущен до участия в заседании Альянса. Об этом сообщил телеканал CNN. В СМИ считают, что это можно интерпретировать как сигнал о том, что амбиции Киева когда-нибудь присоединиться к Альянсу остаются нереализованными.
На полях саммита прошла и двусторонняя встреча американского и украинского лидеров, в рамках которой Дональд Трамп заявил, что обе стороны украинского конфликта настроены на урегулирование. Цитата: «Он, Зеленский, желает урегулирования, и я думаю, президент России Владимир Путин желает урегулирования тоже», выразил уверенность американский лидер. Президент США высказался и относительно ударов в ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это эскалация, которая может помочь положить конец конфликту на Украине, сказал Трамп. Он также пообещал, что США обсудят возможности лицензионного производства зенитных ракетных систем «Патриот» в Европе и допустил закрытие неба над Украиной как инструмент гарантии безопасности. «Да, если это необходимо», сказал Трамп, отвечая на вопросы журналиста о готовности США помочь Украине закрыть небо в рамках будущих гарантий безопасности. Несмотря на то, что было подписано множество деловых договоров, было сказано много всего воинственного в отношении России, в очередной раз звучало много слов поддержки Украине, саммит НАТО в Анкаре по факту ничем не отличался для Киева от всех предыдущих саммитов. Об этом газете «РУ» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. «Я воспринимаю этот саммит НАТО как, в общем-то, рядовой, почти проходной. То есть Запад собрался, чтобы еще раз сказать всему миру, что они едины и у них нет никаких противоречий». При этом Зеленский на саммите занимал свое настоящее место, место прокси, направленного против России, чтобы ее сдерживать, сказал политолог. Союзники США по НАТО надеялись, что Дональд Трамп прибудет в столицу Турции в настроении заключать сделки. Однако американский лидер вновь обманул их ожидания, как пишет издание «Политика». Трамп вновь озвучил ряд претензий к НАТО спустя несколько часов после прибытия в Анкару. Он заявил, что события на Украине не затрагивают Вашингтон и повторил свои утверждения о том, что Гренландия должна контролироваться Соединенными Штатами, отмечает «Политика». Кроме того, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что Вашингтон платит непропорционально больше других членов Альянса. Для Дональда Трампа союзники по НАТО – это прежде всего инструмент американского влияния и рынок сбыта вооружений, подчеркнул политолог Александр Асафов в беседе с газетой «РУ». Глобальная повестка Альянса, по словам политолога, интересует президента США лишь в прагматичном ключе. У Трампа есть свои сложности, например, прекращение иранского перемирия и иранского переговорного процесса, поэтому к НАТО у него довольно прикладное отношение. Функция НАТО – это способ продавать американское оружие и влиять на политику на европейском политическом ландшафте. Последнее ему не очень интересно, точнее совсем не интересно, поэтому он периодически угрожает то вывести полностью войска, то еще какими-нибудь подобными угрозами, если они не будут платить, пояснил Асафов.